Ассаляму алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, по средам в эфире АТР программа «Крымский вопрос». Наш сегодняшний гость — народный депутат Украины, глава Комитета по свободе информации и СМИ Верховной Рады Виктория Сюмар. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. И когда я звала вас на этот эфир, вы спросили еще по телефону. Мне, наверное, придется ответить за всю украинскую власть, за ее работу по Крыму. Я вам честно сказал, что да. Вам не страшно отвечать за такое? Это не вопрос, страшно или не страшно. Да? Это вопрос объективной реальности. Я вынуждена буду говорить правду в этом ключе, и, к сожалению, эта правда иногда не та, которую бы мне самой хотелось озвучивать, а людям по ту сторону экранов слышать. Но она объективная. С моей точки зрения, если мы объективно оцениваем реальность, то у нас есть шанс, знаете, поставить диагноз и прийти к какому-то решению. Если мы сами себя начнем обманывать, то это гораздо хуже. Потому что, как правило, обман заканчивается плохо. Но вообще крымские татары привыкли к правде. Как-то так жизнь нас устроила. Абсолютно. Что мы всегда на какой-то ситуации такой пиковой, да, когда нет особого выбора. И сейчас, конечно, у нас тоже выбора нет. И как бы превосходящие огромные силы репрессивные нас прессуют там. И, конечно, нам хочется, чтобы Украина как государство, гражданами которого крымские татары являются, и другие граждане, многие, которые до сих пор считают себя украинцами тоже в Крыму, им, конечно, хотелось бы знать, что делается здесь в практическом смысле вот за эти 2 года. Я, конечно, не буду вас призывать отчитываться за украинскую власть, это все-таки шутка была, потому что Виктория депутат, и она, конечно, не премьер-министр и не президент. Но все-таки, объективно говоря, что-то делается, делалось ли за это время и делается в отношении Крыма целенаправленного в Киеве? Знаете, я, к сожалению, вынуждена признать, что стратегии по Крыму у украинской власти сегодня нет. И она, наверное, в процессе выработки. Уже год, по-моему, или полгода. Да, и вот эта надежда, что вот Россия развалится, и вот нам повезет, она, конечно, это все выглядит очень инфантильно. Надо другие решения объективно. И когда даже говорили о создании министерства по вопросам Крыма и оккупированных территорий, то в этом была логика, огромная логика. Но тем не менее даже это не сделано, и вы это видите. Когда говорили, что вот канал АТР нужно финансировать, и вот украинское государство берет на себя ответственность. Дело чести, как сказал президент год назад. И мы вот на последнем комитете нашем рассматривали этот вопрос и приняли решение, что все депутаты фракции готовы подписаться под изменениями в бюджет, чтобы наконец-то хоть какие-то деньги дали для АТР и для вышек, чтобы украинские телеканалы можно было все-таки вещать могли на территорию Донбасса. Потому что мы видим, что, опять-таки, исполнительная власть тут не дорабатывает, и этого не происходит. Поэтому мы со своей стороны изнутри это дело как-то пытаемся проталкивать. Но, конечно, тут важна и поддержка общественности, потому что вот сейчас решения, к сожалению, принимаются под давлением общественности больше, чем под давлением стратегических пониманий, как нам дальше жить и развивать страну, и все-таки держать в поле зрения действительно украинские территории, которые мы все искренне верим, что они все-таки воссоединятся с Украиной. Вы знаете, Виктория, со стороны Крыма на Херсонскую область, прилегающие районы и вообще почти на всю область идет вещание российских радиокомпаний, телевидение, я тоже говорю, там добивает до определенных широт тоже, да? Вот. Можно я вам вопрос задам? Как вы думаете, сколько вышек и передатчиков сейчас вещает со стороны Украины на Крым? В Херсонской области был установлен передатчик для радио на средних волнах. И я думаю, что больше особо продвижек в этом направлении. Вы абсолютно правы. Да. Я помню, я этим занималась еще установкой, собственно. Но это вы понимаете, как профессионал, вы же бывший журналист, что средние волны не слушают люди. Понимаю. Да. И понимаете, тут еще очень важный технический момент. Сложно это сделать, если вы не контролируете территорию, и если с той стороны вам противостоит все-таки более сильное технологическое государство. Слушайте, волны там и волны здесь. Даже изучали ситуацию специалисты по телевидению и радио на границе, там даже есть уже готовые вышки,
которые просто пустуют. Но это вышки, не знаю, там, мобильных компаний украинских и так далее, но нет ни одного FM-передатчика, я про телевидение даже не говорю, который вещал бы в сторону Крыма. То есть хоть какой... Я просто хочу, чтобы вы оценили, какова эффективность работы Министерства информации в данном случае, например, да? Они же отвечают за это. Они отвечают за это, и они отчитали, что они 50 поставили, ну, не вышек, а передавачів українською мовою. Передатчиков, да. Передатчиков. Извините, все-таки у меня украинский родной. И, наверное, объективно за это время этого, конечно же, мало. Ну, на Крым 0, вы понимаете, да? Да, и сейчас опять-таки мы собрали всю эту информацию в комитете, хотя это не является нашей функцией, да, это действительно исполнительная функция. Собрали информацию и провели мониторинг, и решили создать рабочую группу, по крайней мере. Вы простите, я понимаю, что людям не нравится слышать все Нет, эти вы правду говорите. Я вам сказал, что крымские татары к правде привыкли. потому что очень хочется про результаты, а вот, к сожалению, это все такая бюрократическая тягомотина. Каким образом хотя бы один передатчик установить, чтобы за это взялись? Для этого всего нужны деньги, эти деньги нужно выделять, для этого нужно работать с совершенно разными структурами. Сейчас, ну, объективно эта ситуация есть. Поэтому мы вот начали этот процесс. Наверное, тоже поздно. Да? Когда вы начали? Хотя, вы знаете, мы сделали вот эти запросы 2 месяца тому. Мы достаточно серьезно в комитете. Мы получили, по крайней мере, ответы. Мы собрали свою информацию о том, какая ситуация. С вами согласна, что у нас критическая ситуация по Харьковской области, допустим. То же самое там. Там российские телеканалы, там вся приграничная зона, ну, и это действительно, ну, вопрос национальной Херсон безопасности. то же Херсон то же самое, да. И это вот эта дорога на Крым, мы постоянно говорим, что русские хотят зайти туда, и там, собственно, обрабатывают население. Потому что почему главная проблема там в чем главная проблема до русских? Ну, это даже не военное сопротивление, а то, как удержать вот эту вот граждан, да, как удержать эти территории. Не вопрос их взять, вопрос, как удержать, чтобы сделать эту дорогу до Крыма. Но проблема в том, что если они будут обрабатывать активно население, то может случиться ситуация, которая у нас случилась в Крыму, когда население верило российской пропаганде больше, чем, понятное дело, чем государству Украины. Вот, поэтому опасность это огромная по Херсонской области. А вы считаете, что даже опасность военной агрессии продолжения Я считаю, существует? что у нас не снят вопрос по военной агрессии. Начинается лето. Россия, которая сегодня закрыла, знаете, границы для Турции, для Египта, для собственных граждан, она закрыла собственные границы. Она что хочет, собственно, сделать российское руководство? Понятное дело, что они хотят содержать тот же Крым за деньги самих россиян. Поэтому туда хлынет огромный, ну вот по идее должен хлынуть огромный Это поток. только по идее. По идее, да, потому что технически это сделать сложно. И вопрос коридора для Крыма, ну, стратегически для российского государства стоит очень важно. Это очень важный вопрос. И в этом ключе, ну, определенные проценты, даже вот решения вопроса опять обострения ситуации военным путем тоже остается. Не секрет, что вооружения, которые выводятся из Сирии сегодня, они частично перебазируются. Ну вот я вам докладываю как депутату Украины, что я не знаю, наверное, Мариуполь это более укрепленный район, да, вот та сторона, которая примыкает к границе сухопутной с Россией. Но, например, и в информационном плане, и в военном плане, насколько я знаю, может, есть какие-то военные тайны, какие-то резервы там, и так далее, с той стороны в Крыму стоят действительно боеспособные российские воинские части, и они в большом количестве находятся. Да. А с этой стороны стоят украинские пограничники. Я не хочу рассказывать, в каких условиях они там живут, да? И, ну, пограничники и какая-то часть войск. То есть нет даже видимого укрепления вот этой админ-границы, линии разграничения. И даже попытки вот, создать этот крымско-татарский батальон в составе Нацгвардии, они тоже, вот пока, хотя несмотря на все слова, да, там добровольцы, там люди хотят сами охранять границу. То есть люди мотивированные, не присланные туда по разнарядке, а мотивированные. И то этот процесс очень сильно бюрократически тормозится. И у многих людей, это я в данном случае не свое мнение транслирую, я вам передаю мнение крымских татар, ну и там кто активистов здесь крымско-татарских, что
как будто идет какой-то саботаж. Это саботаж или эта система не работает, или это бюрократия, или это что? Система не работает. Система не работает. Понимаете, мы, с одной стороны, говорим о России, где действительно нет уважения к правам человека, где нет понимания, собственно, этих категорий, где есть достаточно авторитарное государство, тяготеющее к диктатуре, Так оно объективно, и гордится к этим, не имперским, стыдится совершенно, абсолютно, да. к имперским амбициям. Имперские амбиции все-таки дают возможности строить иерархию и государство. В Украине другая проблема. Здесь все-таки к правам человека достаточно, я бы сказала, серьезное отношение, потому что, если вы понимаете, то именно революции здесь случались из-за Да, вопросов из-за справедливости брутального и прав нарушения прав человека, человека, да, безусловно. несправедливости. Поэтому в этом смысле мы гораздо впереди России. Но у нас нет опыта государственности на протяжении столетий. И, как показывают последние 24 года опыта государственности, это было крайне слабое государство. И сегодня, после вроде бы революции достоинства, у нас пока нет сильного государства, у нас нет управляемости. Вот вы, когда говорите мне про слабое министерство информации, а у нас другие министерства Это я сильные. просто попросил вас оценить, это вы сказали. Да. Слушайте, да и вы это оцениваете. И люди, которые смотрят нас, тоже это оценивают. Потому что министерство должно показывать результат, исполнительная власть. Если результата нет, то оценка объективно будет правдивой. Давай, да. Так вот, система не работает. И вот система управленческая на уровне выполнения тех решений даже, которые принимаются. Вот в чем проблема. И сегодня для нас самый огромный вызов. Вот я считаю, что он огромный как для существования Украины как государства, потому что Путин постоянно говорит о том, что это failed state, да? Государство, которое не существует, проваленное государство. И это тест, собственно, я понимаю, что и для Крыма. Но вот не будет у нас, знаете, все хорошо, пока мы не научимся и не построим успешную Украину. Вот возвращение территорий возможно тогда, когда Украина действительно будет привлекательной. Но это же тоже, знаете, Саакашвили строил привлекательную Грузию, и он построил достаточно привлекательную Грузию, но, по крайней мере, по сравнению с Абхазией, да? Но это отнюдь не привело к реинтеграции Очень хорошее Абхазии. замечание и на самом деле правильное, потому что вы, собственно, глубоко копнули в информационный мир. Люди должны вот это вот понимать. Да? Я понимаю, что крымские татары — это самые преданные агенты Украины на территории Крыма, потому что... Лучшее, что тут сказано было в этой передаче про крымских татар. Безусловно, потому что это народ, который действительно имеет право и хочет жить, да, в свободной стране, потому что он понимает, что вопрос выживания, собственно, народа, и который готов бороться за собственную землю. Да, Крым — это действительно земля в большей мере крымских татар. Это тоже честно, да, это история, и никуда от этого не денешься. И в Украине для крымских татар, безусловно, не были созданы все условия. Тоже объективно, за эти 20 лет можно было сделать как я гораздо говорю, Украина больше. не мешала. Это было единственное государство, которое не мешало крымским татарам. Да, вот это вот по крайней мере, последние годы. В России угрозы, конечно, гораздо больше, и это страшные угрозы, потому что, опять-таки, исторический опыт показывает, как это все было. И то, что это государство Россия не поменялось, говорит о том, что, к сожалению, перспективы тут не особо радужные. Но вопрос, тем не менее, слабости украинского государства, это тоже объективная реальность, и мы тоже должны честно это признать, что нам сегодня, украинским политикам, гораздо больше надо думать о том, как научиться взаимодействовать и вырабатывать стратегические решения и выполнять их. Да? И только так мы можем, знаете, действовать через собственных агентов, тех же крымских татар, по донесению каких-то других месседжей гражданам Крыма. Потому что люди верят все-таки словам, но словам, построенных на реальности и на действиях. Я все-таки сделаю ремарку, что все-таки слово «агент» Виктория сказала не в буквальном смысле, потому что у нас сейчас в Крыму можно за слово «агент» попасть куда-нибудь в ФСБ. Потому что действительно, в том плане, что крымских татар действительно считают чужаками и симпатизантами Украины, гражданами Украины, и поэтому к ним соответственное отношение. Почему-то до сих пор многие в Украине, некоторые, скажем так, говорят, что нет никаких особых репрессий против крымских татар. И что это так? Живут они под оккупацией, как и все.
А как вы оцениваете, есть репрессии в отношении крымских татар или нет? Однозначно. Однозначно. Я считаю, что путинский режим считает большой опасностью существования крымских татар в Крыму. И, к сожалению, опять, ну, к сожалению, почему мы не можем защитить, а должны? А это очень сложно. От этого, правда, сердце болит, потому что путинский режим, для него это опасность. Именно Крым для крымские него важен. татары. Именно крымские татары. Это, знаете, вы сильный народ, который осознает свою историю, а такие народы всегда несут с собой опасность. А для империй подобного типа, да, Нам просто отступать некуда. У нас одна родина. у вас ваша земля, и, безусловно, то, что происходит, когда по одному там Клили Буджуровой, да, там приходят и фактически запугивают к очень многим другим ярким людям, представителям крымско-татарского народа. Безусловно, я понимаю, что, понимаете, вот русские переселенцы в Крыму, которые Россия-то проводила Два эту века. политику, да, фактически, это одна общность, которая очень поддерживает путинский режим, а вот угроза тоже очень четко определена. Вот. И тут нам нужно действовать, ну, я считаю, крайне ответственно, привлекая все международное сообщество именно к вопросу нарушения прав крымско-татарского народа, потому что это единственное, что может сработать в контексте путинского режима. Он действительно заинтересован в снятии санкций, он не заинтересован там особо обострять эти вопросы, но обострять их должна Украина на дипломатическом уровне, вот и на мировом уровне. Вот. И Украина со своей стороны на уровне простых людей делает в этом плане гораздо больше, чем власть, опять-таки. Ну вот, простите, я Это уже буду правда? переводить. Да, потому что когда украинцы голосуют даже за Джамалу на Евровидении, да, чтобы доносить эту историю, это вот тот, знаете, маленький внесок, скажите мне, как это на русском будет? Вклад. Вклад, А да, вы смотрели спасибо. последнюю Вклад передачу? украинского народа. Да? 95-й квартал вы смотрели последний? Наверное, И не Володя всё. Зеленский там сказал гениальную шутку. Он сказал не дословно, но по смыслу, что да, мы очень любим крымских татар, и мы даже проголосовали за Джамал. Ну, пожалуй, это все, что мы сделали для крымских татар. Ну вот я же сказала то же самое. Ну, смотрите, Вик, все-таки вы депутат народный. Да. Вот, Вот давайте, что я могу сделать что вы конкретно можете? в своих полномочиях, да? Смотрите, Чтобы вот не посыпать голову не, пеплом и никаких, закончить с политически нет, этой историей. А давайте практично. Мы сделаем практично, так. да. Мы сейчас с вами пропишем, что я могу сделать, да, и я буду с вами, там, вам отчитываться, что мы сделали. Вот по вопросу финансирования ТРу мы сделаем соответствующие правки и попробуем внести эти изменения, чтобы этот процесс запустить. Что еще? То есть процесс выделения средств на АТР будет вами проконтролирован до Да, конца. мы возьмемся Но этого. это уже очень важно. Я просто вижу, вы такая целеустремленный человек, что вы доводите все-таки, любите доводить дело до конца, и вы журналист, наш коллега, вы понимаете все. Да? Безусловно, да, я понимаю, что такое информационный мир и какое влияние информация. Вы правильно очень ставили вопрос, что вы можете построить успешную Украину, но это не значит, что вы получите Крым и симпатии крымчан, потому что они будут одурманены пропагандой российской. Тем более, которая очень технологична. что, например, может быть, кто-то не знает из украинской аудитории, АТР — это крымско-татарский канал в первую очередь, но он трехязычный. И мы сейчас делаем здесь новости на 3 языках, 7 выпусков в день. И это все смотрят там не только крымские татары, а люди, которые симпатизируют Украине, да и не только крымско-татарской национальности. Это в целом стратегический вопрос. И вот это непонимание, с которым мы сталкивались весь этот год, это отпихивание от нас, что это вы частная компания коммерческая, занимаетесь там своими делами, зарабатываете на рекламе. Это говорит нам, у которых весь рекламодатель и как бы вся рекламная база находится в Крыму, откуда нас, в общем-то, выгнали, ограбив, да, при этом государство не могло нас защитить. Но это примерно так же, как обвинять крымских татар в том, что они не подняли восстание против российских войск, при том, что украинская армия оттуда выходила десятками тысяч солдат. Да. А как вы считаете, если бы она не выходила? Это не упрек, я просто вам говорю, что я понимаю всю ситуацию, поэтому я даже не хочу оценивать. Вот были эти распечатки СНБО, это именно меня много раз спрашивали, что я об этом думаю, да, и, наверное, можно было бы заняться там популизмом и начать говорить, что вот этот трус, там, а этот подлец, а этот Крым продал. Я не знаю до конца все, что там происходило, и в этих стенограммах нет полной правды.
Но я Я знаю вам то, что такую это вещь уже скажу. прошло. Все Я вам равно, в такую любом вещь случае. скажу. Ни один политик, конечно, не пожелал бы взять на себя потерю территории. Это самое страшное, что может произойти с политиком, Ну, вы же были государственным просто деятелем. секретарем Н- СНБО. Я не была секретарем, я, слава богу, была заместителем только, Заместителем, да, да. извините, я просто напомню И телезрителям. в тот момент, конечно, очень сложно было. Понимаете, вот тоже нам говорят, вы в тот момент были властью. Вот надо понимать, что значит, вот это знаменитое заседание СНБО, вы знаете, это был мой первый день работы на этом посту. То есть Попали было в так, хороший да, исторический момент. понятно. Да. Я, честно, не ожидала, что это может так быть. Я думала, что это будет аналитическая структура. Мы наработаем в СНБО там решение по информационной безопасности, потому что уже тогда российская угроза была понятна. Вот. Ну, когда вот был подписан указ вечером, а на следующее утро мне в 8 утра позвонили и сказали, у нас на 11 заседания СНБО у нас началась война в Крыму, да, это все упало на голову всем. И никто к этому не был готов, потому что, с одной стороны, разрушалось государство Украина, с другой стороны, не было понимания, что у нас есть в военном плане, с третьей стороны, не было особого желания воевать у самих солдат и офицеров, это тоже объективная реальность. Ну и опять-таки было понимание, что спровоцировав горячую войну, мы могли спровоцировать, знаете, иловайские котлы бы показались просто, Вот поэтому, да, Вика, мы я не и не можем хочу брать, да, на себя ответственность. вспоминать и в сослагательном наклонении рассуждать. Давайте оставим это на потом. Сейчас важно, что сейчас и что Да, в будущем. да, безусловно. Вот вы говорите про... Давайте поговорим о том, что может Верховная Рада сделать. Ну, например, в Верховной Раде я просто забыл дату, когда первый раз президент сказал о крымско-татарской национальной автономии в Крыму. По-моему, это было лето прошлого года. Он дал рекомендации Конституционной комиссии начать вносить изменения в Конституцию, предлагать. Второй раз он повторил это, если мне память не изменяет, в январе, может быть, в декабре. Известно ли вам о каких-то продвижениях в этом направлении? И работают ли над изменением Конституции, чтобы Верховная Рада могла поставить на голосование, проголосовать вопрос о создании крымско-татарской автономии в составе Украины? Это поможет крымским татарам? Да, конечно. Конечно. Потому что крымских татар многовековая мечта иметь свою страну. Иметь страну, которая принадлежит... Украина ее таким образом признает. Конечно. Понимаете, для крымских татар в документах Меджлиса записано вообще создание своего государства национального. Это всегда так было, это еще при Советском Союзе, еще, по-моему, до развала даже Советского Союза. Но сейчас понятно, что крымские татары хотят жить в Украине и нигде больше. Но они хотят жить в Украине не так, не на тех правах, которые они жили, когда исчезал язык, когда нельзя было найти землю под строительство, когда не давали электричество, когда не принимали на работу, унижали и так далее. Они хотят быть не лучше других. И Мустафа Джемилев сам сказал, что нам не нужны тепличные условия в Крыму, потому что в условиях вне конкуренции народ деградирует, а мы сильный народ, мы должны сами всего добиваться. Но должны быть какие-то гарантии языка, природных ресурсов, там, я не знаю, ну, всего, что касается вот коренного народа на своей земле. И это, вот, можете мне поверить и передать вашим коллегам в Верховной Раде, что это невероятно важно для крымских татар, что, наконец, крымские татары будут признаны и коренным народом Украины, и народом, который заслужил в рамках хартии ООН, европейских хартий, право на свою национальную автономию как коренное национальное мечтой европейской страны. Вы знаете, про инициативу действительно ну, не акцентируется в Верховной Раде точно эта тема. Вот, и я думаю, что у вас очень мощные там представители, и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, которые входят в президентскую фракцию. И я думаю, что вот тут важна активность именно в их в парламенте для того, чтобы эту тему... Они имеют безупречный авторитет. И они именно те люди, которые способны сегодня вот объединить вокруг себя другие политические силы для реализации этой идеи. А вы поддержите? А есть сила? А кто поддержит? Знаете, я лично поддержу, хотя я понимаю, ну, что сейчас в моменты сепаратизма будет много моментов, связанных с тем, что автономия может быть. А вот, это не Вика, совсем. скажите, пожалуйста, вот... Я как раз с очень Да. большим уважением отношусь к правам человека и к правам народности. Я уверена, что действительно коренное население, и которое имеет право на это. Просто говорить о крымских татарах в плане угрозы сепаратизма, я эти сказки слышал еще в начале Я вам просто 90-х рассказываю годов. объективную реальность, не мое отношение к этому.
Ну, на этом будут На спекулировать этом и будут говорить, да. спекулировать, Но да. просто если того, как повели себя крымские татары в период аннексии Крыма, мало, как доказательство их преданности как граждан Украины и их Это даже непредательства. не этот вопрос, понимаете? На самом деле вопрос, вот это отношение к народностям, это вопрос отношения тоже к правам человека, к собственной истории, к осознанию того, к осознанию реальности. Это очень реальная ситуация, вы правы. А Крым — это было вот то, что автономная республика Крым, простите, было искусственным Мы знаем, кто абсолютно. эту автономией руководил, что это была российская фактически Да, автономия в составе Украины, в малоуправляемая из том-то и Киева. дело, что это Даже в реальность, времена да, там... и она Да. была искусственно созданная и поддерживаемая. И чем это закончилось, мы тоже А вот если увидели. бы была крымско-татарская Безусловно, автономия, безусловно. Я думаю, что тут было бы проще находить крымско-татарская автономия, и если бы там было право крымских татар на другая свою землю, ситуация, я согласна с вами. Но вы невозможно. же понимаете, что опять-таки спекулировать на теме Турции и всего остального Но это тоже же просто будет смешно. Вот когда внедряют в голову некоторые политологи здесь, что мечта крымских татар — это отделить Крым от Украины и пристать, значит, к Турции, но это просто, я таких людей считаю просто лжецами, потому что они обманывают. Потому что, Ну, это тоже, знаете, вопрос, я думаю, коммуникации в значительной мере, да, ну, байки эти повторять 30 лет, мне кажется, многовато все-таки. Ну, я их не повторяю, вы Я не знаете. про вас. Я думаю, что вы не найдете ни я одного хочу моего вот высказывания чего другого. от вас хочу. Я хочу, чтобы такие люди, которые понимают положение крымских татар, которые понимают необходимость крымско-татарской автономии, как одного из важных инструментов в дальнейшей борьбе Украины за восстановление своей территориальной целостности. Вот такие люди, чтобы высказывались чаще. Я вам объясню, как это выглядит со стороны. Есть действительно два мощных депутата, да, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. Они, правда, имеют отличную репутацию, они бессеребренники, они не замешаны ни в каких таких делах, да, которые можно было клановыми считать или олигархическими. Но их мало, их объективно двоих мало. Нужно некое движение внутри Верховной Рады, которое само Знаете, я поднимало думаю, бы не вопрос сильно Крыма. много союзников. Это тоже правда. Вот они Но какие-то латентные союзники. Они как бы есть, но я не слышу. Вот и в Верховной Раде я слышу два голоса про крымских татар. Я назвал их вам. И это может быть и вам тоже. Кстати, я думаю, что можно начать с создания даже межфракционного какого-то Создали объединения за объединение права Крым. крымских татар. А вот там, за права это отдельная история. вот, Да. вот таким вот образом, чтобы понимать, как действовать на международном уровне, вот в первую очередь, потому Но вот что у сейчас нас... Меджлис будут запрещать. Это просто вопрос времени. Какова должна быть реакция Украины на это? Очень жесткая. Я думаю, что вот как список Савченко, так должен быть вот список прав крымско-татарского народа, да, и их нарушения. Или там, я не знаю, это можно, наверное, более жесткими словами будет назвать. Доходя до этого уровня. То есть все-таки вы думаете, что если нарушения прав крымских татар пойдут таким образом, то и Верховная Рада может сделать заявление, и МИД, Безусловно. и Я президент думаю, практическая... о какой-то санкционной программе Да. против того, чтобы притеснение И крымских татар такие формы уже приобретали. Да, я думаю, да, это будет правильный подход. Скажите, вы сама лично поднимаете вопрос о Крыме, о крымских татарах где-то за границей, где-то разговаривая с Знаете, иностранными я не политиками? работаю особо в дипломатической сфере. Я знаю, что много моих коллег там, из группы Еврооптимисты ведут много переговоров. Мы работаем все-таки в информационной сфере, пытаемся ее сделать другой, да, отличной от России, сделать гораздо более конкурентной, свободной, создать общественное вещание и в рамках общественного вещания как раз сделать там такой очень существенный элемент, связанный и с Крымом, и с крымскими татарами. Да, и потому что там для общественного вещания это их миссия, собственно, продвигать вот эти Я не знаю, что такое ценности. общественное вещание будет там в разных районах Украины, но в Крыму вещание такое есть. Вы находитесь в студии этого вещания на Крым свободного, да? Еще есть канал Черноморка, который тоже был изгнан, да, из Крыма. И мне кажется, тут велосипед изобретать не надо. Надо помогать тем СМИ, которые имеют авторитет в Крыму. Безусловно, я сказала про это, что мы можем тут делать, а внутри Украины, чтобы поднимать эти вопросы, да, чтобы они были актуальны и для Украины тоже. Потому что Украина, знаете, она по-своему тоже достаточно провинциальна. Что происходит в мире, нас не особо касается, и то, что происходит в Крыму, как-то тоже так не особо. А это вопрос информационного вещания и информационной политики в значительной мере. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю Викторию Сюмар.
главу Комитета по свободе слова и СМИ Верховной Рады Украины. У нас был честный разговор. Вы меня простите за эту правду. Может быть, Нет, гораздо ничего больше страшного. надо было рассказывать каких-то И кричать «Слава лозунгов. Украине», как сейчас Да, вот любят в ток-шоу лозунгов, кричать. но на самом Да. деле давайте вот делать маленькие шаги. И я верю, что вот с финансированием АТГРа, с запуском общественного вещания и там элемента, чтобы украинцы видели, как живут крымские татары, и эта актуальность никогда не спадала для Украины, это будут конкретные шаги, за которые я могу отвечать. Простите, я устала от популизма. Мне хочется, чтобы политики говорили очень конкретные вещи, но делали их. Вика, не будьте популистом, продвигайте эти вопросы. У вас Спасибо. получится, потому что я вижу, что вы искренний человек. Говорите о Крыме, говорите о крымских татарах. Все люди, которые нас сейчас смотрят, они надеются на активных людей в украинской Спасибо. власти, которые не будут Держитесь. молчать. Держитесь. Спасибо вам, всего доброго, до встречи в следующую среду.